Бесплодие угрожает национальной безопасности. Рождаемость, материнство и детство в стране – стратегическое направление. По данным ВОЗ, в мире каждая 7-я пара не может иметь ребенка. Причины, как говорят специалисты, самые разные. Основная – нарушение репродуктивного здоровья. В России 15% семейных пар страдают бесплодием. К сожалению, количество мужчин и женщин с таким диагнозом в стране только растет. По мнению специалистов, важно выявить причину на раннем этапе. Современная медицина развивается, обновляется система профилактики и лечения заболеваний. Всероссийская научно-практическая конференция в Ингушетии проходит 7-й раз. Основная цель таких мероприятий – изучить новейшие методики ведущих специалистов в области репродуктивного здоровья. В фокусе научной программы сегодняшней конференции наиболее острый вопрос современной репродуктивной медицины, сокращение и профилактика репродуктивных потерь, перинатальной заболеваемости и смертности, оценка здоровья детей, рожденных оперативным путем, сохранение репродуктивного потенциала здоровья при различных заболеваниях, женское здоровье и качество жизни в переходном и пожилом возрасте. Надеюсь, что на сегодняшней нашей встрече будут решены часть проблем, стоящих перед практикующими врачами наших регионов. 1994 год у нас стало 57,7 года, для женщин 71,3 года. По долгосрочным прогнозам она остается близко к этому уровню и в настоящее время. Это говорит о снижении репродуктивной функции населения и может привести к демографической катастрофе. Участие в работе данной конференции известных ученых-медиков позволяет надеяться, что эти проблемы будут определенно решены положительно. Желаю участникам конференции плодотворной работы. Здоровье женщин – это прежде всего здоровье семьи, даже целой нации. Каждая семья, которая сталкивается с проблемами бесплодия, мечтает иметь детей. Маленький человек приносит не только радость своим родителям, но и повышает демографические показатели страны. Актуальной остается проблема преждевременного рождения. Постоянный участник Всероссийской научно-практической конференции, доктор медицинских наук Зухра Узденова приводит статистику таких случаев и личный опыт работы. Преждевременных родов в России достигает 7-8%. У нас в Кабардино-Балкарии это 6,8%. На долю недоношенных детей приходится 70% ранней неонатальной смертности и до 60% детской смертности. Мертворождаемость при преждевременных родах в 8-13 раз выше, чем при родах в доношенном сроке. Ведущими причинами бесплодия медики считают экологические и эмоциональные процессы. К сожалению, в обществе сложилось мнение, что бесплодие виновата всегда женщина. Чаще всего на нее давят и родные, и окружающие, задавая некорректные вопросы. Мы прекрасно понимаем, что бесплодие как женское, так и мужское существует. Для этого у нас есть возможности обследований. Именно на базе перинатального центра есть возможности обследования как представителей женского пола, так и мужского. Такие сами семинары позволяют повысить квалификацию нашим специалистам, репродуктологам, и не только репродуктологам, а также и акушер-гинекологам, с которыми в первую очередь сталкиваются те женщины, которые обращаются по бесплодию. Соответственно, они тоже должны владеть информацией и знать те высокие технологии, которые на сегодняшний день могут позволить женщине справиться с этой проблемой. Репродуктивное здоровье семьи – это не только здоровье женщин, но и здоровье мужчины. Поэтому сегодня на одной площадке собрались акушеры-гинекологи, урологи, андрологи, врачи общей практики и репродуктологи. Перед всеми нами стоят одни и те же задачи, и перед акушерами-гинекологами, и перед неонатологами. Это, во-первых, снижение материнской и неонатальной смертности и повышение рождаемости. Это наша стратегия, наша цель. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что у женщины, которая живет в современном обществе, должно быть хорошее качество жизни. Данное мероприятие позволит, не выезжая за пределы региона, получить эту современную информацию с первых уст, и наши лекторы готовы сегодня делиться этой информацией. Акушерство и гинекология – одно из самых важных направлений в медицине. Приезд ведущих медиков для практикующих врачей
врачей, наглядное пособие и обмен опытом. В зале именно те медики, которые работают в направлении материнства и детства, а также репродуктивного здоровья. Вопросы репродукции, они очень актуальны для нашего региона. У нас очень много бесплодных пар, в принципе, столько же, сколько в процентном соотношении по всей России. И мы сделали достаточно такой хороший скачок за последние 2-3 года в решении вопросов бесплодия. Мы очень многим семьям подарили самое, наверное, важное в жизни – это рождение ребенка в семье. И вот такие встречи и конференции межрегиональные, они очень полезны как для докторов, которые работают в периферии, так и для нас. Это мероприятие приятно для нас тем, что именно тем, что к нам приезжают гости с других республик, регионов, за что им большое спасибо, что они поддерживают вот такое научное направление. Эти мероприятия очень большую практическую значимость имеют в плане практикующих врачей, акушер-гинекологов, студентов, ординаторов. Они видят, как это все происходит за пределами, что у нас тоже проходят такие грандиозные мероприятия. Каждый участник конференции получил не только полезную информацию в виде лекций, но и методические буклеты, пособия и справки в области репродуктивного здоровья от федеральной сети клиник ЭКО. Лина Сычуева, Асхаб Белакеев, Новости 24.